раз мы вынуждены были срочно уехать. Поэтому сегодня у нас времени чуть побольше будет, час 45, час 40 пообщаемся. Дальше у нас по плану главы мероприятия еще будут. Давайте начнем. Наверное, сразу вопрос-ответ, да, чтобы времени не терять, чтобы у вас было больше возможности задать вопросов. Готовы к такому формату? Так пойдет? Или хотите вступительное слово минут на 20? Евгений Николаевич на 1,5 часа может рассказывать про развитие города. Не надо, пожалуйста. Давайте, хорошо. Давайте начнем с вопросов тогда. Кто готов задать, озвучить? Давайте я начну. У вас была в этом году в администрации была инициатива против автоточек. Как сказать, про инициативу в Тюмень внесли, чтобы увеличить площадь для точек продажи алкоголя. Будет ли продолжена работа? Есть ли какие-нибудь идеи дальше? Спасибо. Вас как зовут? Сахаяна Лопатина, Сахабрез. Еще раз имя? Сахаяна Лопатина. Сахаяна. Спасибо. Я поблагодарить Сахаяна вас за очень хороший вопрос во всех отношениях. Значит, смотрите, какая сейчас здесь позиция? Вот есть 171 федеральный закон, который устанавливает правила реализации ограничений спиртосодержащей продукции оборота. Значит, в рамках 171 федерального закона даны разъяснения, как можно продавать в магазинах и как в пунктах общественного питания. Далее дано право регионам устанавливать дополнительные ограничения в продаже, это как время реализации и прочие ограничения при оказании услуг общественного питания в многоквартирных домах, полный запрет или по площади зала, где оказывается эта услуга. Муниципалитетам, федеральным законом и постановлением правительства Российской Федерации дано право определять дополнительные ограничения в виде расстояний от социальных объектов и многоквартирных домов. В 2022 году мы провели большую работу и в мае месяце приняли постановление номер 118-П, которое увеличило расстояние от социальных объектов всех категорий на 100 метров и поменяло способ расчета. Если раньше делали по пешеходной дорожке, то есть могли сделать палисадники, какие-то элементы малых архитектурных форм и считать по змейке, то сейчас мы считаем от двери до двери полное расстояние по прямой. Это позволило сегодня уже практически на весь центр города поставить запрет появления новых алкомагазинов. Нет, лицензию уже там не получат, закрыто. То есть мы остановили этот процесс. Далее мы обратились с инициативой в законодательное собрание республиканское, чтобы ввести дополнительные ограничения в виде увеличения площади обслуживания зала до 75 квадратных метров. Нам это надо для того, чтобы мы убрали с рынка, вообще в принципе с оказания этих услуг, недобросовестные точки, которые работают по факту как магазин. 10 квадратных метров есть площадь обслуживания, там пластиковый стол стоит и 2 стула. Там никогда никто не пользуется услугой как общепита. Это работает по факту как магазин. И мы хотим нашим решением 75 квадратных метров сделать так, чтобы те, кто будут оказывать эту услугу общественного питания, стали по определению общественным питанием. То есть появилась кухня какая-то, появился обслуживающий персонал, официанты, повара. То есть бизнес начал развиваться во благо населения, а не то, что сейчас во дворах у людей ставят эти алкоточки. Люди не могут спокойно выйти во двор, дети гулять, днем и ночью там ор пьяных людей. Вот это мы хотим убрать. Если наша законодательная инициатива прошла в первом чтении, то сейчас идет оценка регулирующего воздействия на бизнес для второго чтения. Если устоится и во втором чтении пройдет, более 50 наливаек, чисто наливайки, которые работают как лжекафе, они должны будут прекратить свою деятельность как наливайка, либо переквалифицироваться в нормальный пункт общественного питания, либо уйти кануть к лету, скажем так.
Пожалуйста. Мария Клипова, Россия. Вот продолжение этого вопроса. Возле моего дома находится алкоточка, которая называется так и точка на Губина. Уже сколько лет продолжается эта работа по борьбе с такими заведениями, но и эта точка была уже давным-давно в списках тех заведений, которые нужно закрыть. Но она все еще продолжает работать, и даже после нового выхода списка тех заведений, которые нужно закрыть, сейчас она тоже успешно продолжает работать. Они сделали себе крышу для лестницы, все очень успешно, каждый день туда люди заходят. И когда тогда все-таки окончательно будет завершена эта борьба, именно, например, с этой определенной точкой, если так? С этой определенной точкой нужно посмотреть, у меня списка сейчас под руками нету, но по общему нашему подходу, если зал обслуживания такой точки будет меньше 75 квадратных метров, то она должна будет прекратить работу. Таких куча. Не буду сейчас их перечислять, они стоят там в 10 метрах от дома, от подъезда. То есть здесь же сам подход, в принципе, по определению, мы же не ставим для себя вопрос того, что каким должен быть бизнес вообще. Бизнес, в моем понимании, должен нести пользу людям. Какую пользу несет наливайка, которая стоит в 10 метрах от подъезда жилого дома? В последнюю очередь предприниматель, который ее там открывает, думает о жителях этого многоквартирного дома. В последнюю очередь. В последнюю очередь он переживает за детей, которые живут в этом доме. Он вообще за них не переживает. Поэтому здесь моральная составляющая тоже должна быть к вопросу, что делают эти предприниматели. Пожалуйста. Игорь Николаевич, Екатеринформе Игорь Савинов. Игорь Николаевич, вот уже, не знаю, сколько длится, уже больше года эпопея с участком возле второй школы, которую ранее арендовала фирма, принадлежащая семье Федоровых, Саха-Экспоцентр. И сначала мэрия уже выиграла, да, вот этот основной большой участок. И Виктория Федорова с помощью юристов нашла какие-то новые крючки, за которые можно уцепиться, чтобы не передать эту землю школе, да? Хотя школа уже была на пороге того, чтобы начать проектные работы. Ну, все понимают, что это насколько перегружена школа в центре. А вот недавно появилась информация, что Федоров якобы уже начинает выигрывать очередной суд. Вы можете пояснить ситуацию? Так, в контекст погрузимся, давайте. Значит, есть предпринимательница Виктория Федорова, жена Владимира Федорова, значит, и есть Саха-Экспоцентр, и земельный участок, который стоит за ним. Значит, на земельный участок, на котором стоит Саха-Экспо, и за ним был заключен договор аренды с городской администрацией. По договору аренды у каждой из сторон есть права и обязанности, которые неукоснительно должны соблюдаться. Если одна из сторон не соблюдает, то у второй стороны, подписантов, возникает обязательство принимать соответствующие меры. Это первое. Второе, значит, исходя из того, что документов, которые представлены в судебном разбирательстве и находятся в открытом доступе, сегодня не Виктория Федорова судится с городской администрацией. Судится паевой фонд «Арктик Капитал», это москвичи. Их находится под управлением Русского инвестиционного дома. То есть и на суд приезжают в Читу москвичи, и, значит, полностью интересы представляют москвичи. По сути дела, сейчас городская администрация судится не с Федоровыми, а с московской организацией. И участие Владимира Федорова здесь только политизировано. Вот сейчас хозяйствующий спор двух субъектов, окружной администрации и Арктик Капитал, московская организация под управлением Русского инвестиционного фонда, вот это и есть хозяйственный спор. И есть политический вот там окрас, который ему придает Владимир Федоров. Вот это второй факт. Первый факт, к которому я вернулся. Был договор аренды, по которому были нарушены существенные условия. По договору аренды, который несет сторона, сдача в субаренду, значит, нецелевым образом не предусмотрена. И если
мы, как мэрия, как публичная власть, увидели, что идет нарушение закона, у нас нету никаких других возможностей, как принять меры по недопущению этого расторжения. То есть это императивная норма закона. Это обязательно должно быть сделано. И мы не могли сделать по-другому. Вот мы расторгли договор, а потом еще в суде выясняется, что значит, часть здания само, соответственно, земля, были внесены в пай, проданы боевому фонду «Арктик Капитал», при этом арендодатель, окружная администрация не были уведомлены. Вот и все. То есть спор двух хозяйственных субъекта Московского под управлением другого инвестиционного фонда «Русский инвестиционный дом» с окружной администрацией, где нету Федорова. То есть политизировать просто вопрос не надо, а вопрос хозяйствующего субъекта спора ввиду нарушения договора аренды. Вот и все. Судебная тяжба продолжается. Земля пока де юра закреплена за второй школой. Там больше 10 лет участок стоял, ничего там не строилось. Я, как глава города, вижу, с какой сегодня мы сталкиваемся с перегруженностью в школах. У нас 53 тысячи школьников, проектная мощность школ меньше 25 тысяч. В первых классах там по 42, по 45 детей. В центральной части города, где можно было, вот мы начали пристрой к 26-й школе в этом году. Дальше в центре, если не на этом участке, то строить больше негде. Поэтому в моем понимании нам там должна быть школа. Другой вопрос, если это московская организация, обратиться к окружной администрации с рассмотрением там какого-то мирового соглашения, если такое, значит, предусмотреть где-то какие-то варианты другого земельного участка в рамках мирового соглашения, это другой вопрос. Но, по-моему, это не надо. По-моему, нужно раздувать политический скандал. Вот и все. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Мария Кимова, РИА Новости. Ну, с наступающим вас Новым годом. Всех коллег тоже поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю, чтобы нам всегда улыбалась удача и наши успехи всегда были на виду. Вот, Евгения, я хотела спросить, вот от идеи фронт-офис, мы в прошлом году в это время примерно разговаривали про фронт-офис, куда приедет 17-й квартал в мэрии. Еще не отказались от этой идеи, и на каком она сейчас этапе? От идеи не отказались. Значит, мы в рамках принятых нами шагов по расселению домов, которые там стоят на перекрестке Жарницкого и Пионерской, мы все задачи свои идем согласно принятым решениям, дома будут переселены. Другой вопрос, что сейчас приоритеты немножко поменялись в течение 2022 года. И средства, которые мы планировали, значит, и планируем сейчас в какие-то мероприятия, мы пересматриваем под призмой сейчас проводимой, ну, в том контексте, в котором мы живем. Поэтому здесь вопрос переоценки приоритетов сейчас идет. Здравствуйте, Полшук Ксения, Интерфакс. У меня вопрос о озеленении. Как вы знаете, в этом году в СМИ, в пабликах различных было много фотографий вырубаемых деревьев, как жители жаловались, о том, как сухостой подстригали различные кустарники. И мне хотелось бы отметить, как жителю города, как журналисту, что создается негативный информационный шум по этому поводу. Нужно в рамках различных дорожных работ эти деревья срубать не нужно. Люди очень остро и негативно на это реагируют. Да, как бы подрядчики и администрация отвечают, но эти ответы как-то теряются на общем фоне. И у людей остается мнение, что мы лишаемся зеленых зон в городе. Самая большая зеленая зона, где там мамочки с колясками могут гулять, ну и вообще просто прогулочная, это городской парк. У нас очень мало прогулочных зон, очень мало деревьев. Хотелось бы как два таких вопроса. Первый – это вот обратить внимание на то, что, как мне кажется, нужно больше проводить какую-то просветительскую работу, выпускать релизы, создавать какие-то пресс-конференции с экспертами, которые бы объясняли, доносили о том, что вот там-то мы будем высаживать, какие-то планы будут, что
рост деревьев, то есть это мы увидим не на следующий, не через год, не через 2, не через 3, что вот в течение такого времени эта аллея там будет засажена. И второй момент, хотелось бы у вас, ближайшие планы узнать вообще о том, будут ли скверы у нас засаживаться, многострадальный сквер учителя, например, поначалу, когда он открывался, он был очень зеленый, красивый, сейчас я там живу серый, то есть буквально это вот скамейки, статуи и все голые холмы. Планы на ближайшее время по созданию каких-то зеленых островков, о том, эти аллеи, которые были вырублены, это, по-моему, театр оперы и балета, район Ярославского, по Кулаковского где-то, еще в районе, по-моему, Бояркова, самые известные, которые обсуждались в СМИ, о том, будут ли это вот восстанавливаться, будет ли что-то там засаживаться. И хотела просто вам передать слова благодарности. Я являюсь женой мобилизованного, и вы на днях проводили встречу с жителями Октябрьского округа, я живу в Октябрьском округе, не смогла подойти. После этой встречи вот в группе в Телеграме, каждый округ уже у нас есть группа Телеграма, группа поддержки семей мобилизованных, очень много жен, матерей и те, кто были на этой встрече, передали вам слова благодарности, что действительно очень для каждой семьи это очень тяжело, и что действительно мы чувствуем поддержку администрации, и денежную, и моральную, что буквально каждый там глава округа готов лично звонить женам, матерям, близким, мобилизованных и помогать со многими проблемами. Все. Да. Здесь проходила, кстати, в этом зале встреча. Мы до каждой семьи мы постучались в дверь, с каждой семьей мы установили контакт и будем так дальше. На момент, пока ваш муж на СВО, мы будем с вами стабильно рядом, и функции, которые делают сейчас руководители всей окружной администрации, далеко заходят за должностные инструкции и прочее. Мы чисто по-человечески сейчас должны сделать все, чтобы вы были окутаны вниманием, а ваши мужья спокойно там выполняли свои боевые задачи. Это как отступление. Значит, по вопросу. Озеленение действительно, когда рубится дерево, это огромная потеря в нашем городе, тем более с нашими сложными грунтами. Но порой приходится это делать, когда идет расширение дороги. Допустим, была зеленые деревья росли, значит, уже многолетние, но нам надо делать дополнительную полосу для поворота направо. Уровень самоорганизации растет. Поэтому мы вынуждены принимать такие решения, при том каждое спиленное дерево, оно восстанавливается. Департаментом ЖКХ вносится разрешение, выдается на компенсацию срубленного дерева для восстановления количества зеленых посадок деревьев в городе, на территории города. Значит, теперь по резонансным случаям, которые каждое лето происходят, сейчас при реконструкции проспекта перед Академией отделения Сарана, они там сами, это их сад был, они меняли деревья, которые там будут высаживать другие породы деревьев в целях улучшения. Вот. В этом году компанией, значит, у нас на территории Центрального округа была проведена работа компании «Зеленый ветер». Значит, на Орджоникидзе-Налимова поменяли грунты. То есть у нас зеленка, которая идет от асфальта, там лежат булыжники. Поверх них там тонкий слой земли, и это считалось плодородным слоем. Значит, вычистили полностью от камней, завезли новый плодородный слой и высадили туда многолетники, кустарники и деревья. Значит, в принципе, по планам озеленения мы видим, что именно такой должен быть подход. Это требует дополнительных средств. Что мы сделали? Значит, мы в течение 2022 года вели большую работу, и надо поблагодарить здесь лично Арсения Сергеевича Николаева, нашего главу республики, что на 2023 год нам увеличен процент софинансирования по столичным функциям. В рамках закона о столичных функциях городу Якутску доводятся средства на
в том числе на озеленение. Эти средства будут увеличены. Мы со следующего года вернемся к показателям, там более миллиона цветов, в этом году 1 300 000 было, высадим еще больше цветов, значит, начнем уже, начиная с зимы, ранней весны, в школах проводить с детьми работу, чтобы они семена сажали. Видели, как этот процесс идет. Значит, и будем вести работу по высаживанию деревьев, тех пород, которые приживаются в городе. Вот эта вот задача, она, конечно, стоит, она не первостепенная, она не быстро дает результаты. Мы не видим ее в первый год. К сожалению, приоритеты, значит, у тех же работников, которые ведут работу в рамках озеленения, тех же многоквартирных домов, которые строятся. По каждому строительному объекту есть в рамках проектно-сметной документации процент озеленения. Сколько деревьев, сколько... У нас подход какой был у многих людей, то что главное высадить, а потом оно как бы приживется, не приживется, второй вопрос. Поэтому здесь мы, по крайней мере, по городским заказчикам, по всем подход поменяли. Задача очень простая. Дерево, которое мы посадили правильно и правильно в первые года дали ему уход, оно переживет тот объект, который мы построили, ту же дорогу. Дорогу через 10 лет надо будет капитально ремонтировать, дерево через 10 лет будет стоять и расти. Поэтому здесь быстрой победы не получится. Быстрые победы только по кустарникам, по цветам, по деревьям. Здесь уже стратегическая работа. К слову, вот мы по каждому округу, по каждой управе провели работу по паспортизации всех деревьев, которые у нас есть. И будем сейчас методично наращивать объемы выделяемых средств для того, чтобы увеличивать количество зеленых насаждений. С этого года уходим с 23-го на торги по малым, для того, чтобы малые предприятия заходили на озеленение. То есть, если раньше мы делали это город сам, то сейчас будем привлекать малый бизнес. В этом году попробовали зеленый ветер компании Центрального. Понравилось, как работает. Пусть несколько зеленых ветров теперь по городу работает, сажает деревья, ухаживает за ними. Те, кому это интересно. Спасибо. Пожалуйста, еще коллеги, вопросы. Нужно? Можно, да? Добрый день, интернет-газета «Якутия.ру». Добрый день, интернет-газета «Якутия.ру», Елена Тихонова. В СМИ была широко анонсирована программа модернизации общественного транспорта. Планировалось заключение трехстороннего соглашения между окружной администрацией, правительством Якутии и, кажется, компанией «Сахарэн». Хотелось бы узнать на сегодня, как продвигается работа в этом направлении. Второй вопрос по борьбе с безнадзорными животными. Ровно год назад, как помните, трагедия случилась. Вот. И третий вопрос. Недавно наше издание получало комментарий о фермера Герасимова, который производит собственную продукцию, да, именно на территории Якутска. Он очень благодарит за поддержку именно вот вас и мэрию Якутска. Оказывается, тем предпринимателям, которые ведут свое производство в Якутске, они из республиканских средств поддержку не получают. И в связи с этим тоже вопрос такой, как у нас идет развитие знаменитого агропояса Якутска. Спасибо. Спасибо за вопросы. Значит, по вопросу, связанному с общественным транспортом. Общественный транспорт на сегодняшний день – это одна из самых острых проблем города Якутска. Я еженедельно отслеживаю, значит, количество жалоб, которые мы получаем в социальных сетях, отслеживаем по обращению граждан в ЕДДС. Значит, общественный транспорт, он всегда, к сожалению, до сих пор, значит, одна из самых болевых точек. Это связано с тем, что город Якутск, он очень быстро растет. Очень быстро. Это самый быстро растущий город на Дальнем Востоке и вообще по всей России. Мы, значит, ежегодно растем там более чем примерно на 3% каждый год. Сейчас у нас в городе по результатам переписи живет 372 тысячи человек. Причем количество автобусов так быстро не росло. Количество маршрутов. Маршруты, по которым мы сейчас ездили, большинство из них было создано еще в 90-е нулевые годы по принципу паспорта маршрута. То есть они делались так, как выгодно
и интересно было предпринимателям. В связи с тем, что появились новые центры притяжения, новые жилые квартала, новые социальные объекты, мы заказали в этом году и проводим научно-исследовательскую работу, которая в течение года смотрит пассажиропоток по всему городу. В первом квартале 2023 года, к концу первого квартала, мы получим результаты этой работы. И тогда станет точно, доподлинно ясно, сколько человек в городе ездит на автобусах, какие маршруты необходимы людям, где с какого маршрута чаще всего пересаживаются, и будет полностью понятен каркас того, какой должен быть общественный транспорт в городе. И мы сделаем новые маршруты, исходя из этого мира. Новые маршруты и автобусы. Вот мы, не дожидаясь результатов этих исследований, научно-исследовательских работ, результатов, мы уже в прошлом году совместно с правительством республики, благодаря их поддержке, они выделяли на 100 миллионов, на 100 автобусов 100 миллионов для того, чтобы первый платеж сделать по лизингу. Далее мы закупили для города Якутска эти 100 автобусов. 65 взяла ЛИПАК, 35 взяли частники. Мы уже запустили 100 автобусов на городские улицы. 90 из них совершают по городу Якутску, по пригородам нашим, по городскому округу, 10 ездят между муниципальными. 100 автобусов одновременно не закупалось никогда. К слову, техника ЕПАКа полностью поменялась. Это задача, ту, которую я себе ставил, когда шел в избирательную кампанию и излагал в своей избирательной программе, было обновить 40 автобусов. Да, по факту мы обновили 100 уже. На следующий год еще 100 закупаем для города. Не дожидаясь, придут результаты мира, мы эти автобусы перетасуем по новым маршрутам и поймем еще дополнительно, сколько нужно закупить среднемагистральных, крупных автобусов, маленьких микроавтобусов, для того, чтобы сеть могла захватить, начиная от частного сектора, заканчивая центрами притяжения. Вот это вот и есть реформа общественного транспорта, которую я имею в виду. Здесь же также для повышения качества, улучшения графиков работы мы точно начнем переходить на бруттоконтракты. Сегодня уже мы работаем по принципу бруттоконтрактов по междугородним перевозкам. Мы понимаем, как это должно быть сделано в городских маршрутах, тогда мы будем бороться не за количество людей, которые ездят в автобусе, а за соблюдение графика. То есть автобус должен ездить как часы. Вот это задача. Сегодня сложность первая, это с водителями, это с автобусами. Мы ее с автобусами решаем, с водителями решаем, но здесь тоже вопрос того, что уровень оплаты труда требуется соответствующий. Да, здесь тоже вопрос тарифа, вопрос стоимости проезда автобуса. Здесь мы плотно ведем работу с частниками. Союз авто сейчас выставила в окружную администрацию по нерегулируемому тарифу, по городскому тарифу сделать проезд 45 рублей. Но это очень большой скачок, я понимаю, что так нельзя делать. И необходимо остаться как минимум в размерах инфляции. Но они говорят, дорожает топливо, дорожает запчасти. В рамках инфляции еще ниже, потому что это очень существенно для людей. Для людей тема проезда в автобусе очень дорогая. Но к этому надо возвращаться, раз мы хотим, чтобы ездить на новых автобусах, если мы хотим, чтобы автобусов было больше, соответственно, водители должны получать достойную оплату труда. Для этого, это все идет с тарифом. Это по общественному транспорту. Заключать соглашение надо тогда, когда будут понятны все цифры. Цифры будут понятны в конце первого квартала 2023 года. По сельскому хозяйству, смотрите, у нас городской округ. В рамках городского округа у нас 8 городских управ и 7 пригородных поселков. А вообще по сельским территориям есть замечательная программа Минсельхоза, которая называется «Комплексное развитие сельских территорий». В рамках нее строятся объекты социальной инфраструктуры, выделяются кредиты, в том числе сельская ипотека, потому что в селах надо сохранять традиционный уклад, села должны жить. Я на недавнем совещании на форуме «Арктика» на круглом столе с депутатами Госдумы выступил с предложением: давайте для
территории крайнего севера и арктических зон вот, для городских округов столичных внесем изменения в законодательство, чтобы КРСТ могло включать и пригороды этих населенных пунктов для обеспечения продовольственной безопасности, в том числе, чтобы можно было выстроить агропояса. Тогда мы могли бы в городе Якутск, в наших Хатасы, Тулагина, Кильдянцев, где люди по большому счету живут таким же сельским хозяйством, как в Намском области, как в Горном, привести дополнительные инвестиции в развитие того же агробизнеса, в развитие, значит, социальной инфраструктуры. Инициатива была включена в итоговую резолюцию работы форума «Арктика». Будем сейчас отслеживать, какие будут предложения. Я внес предложение по 13 субъектам включить, ну, там, Архангельск, Мурманск и поехали. Эти городские округа, чтобы была возможность села включены в программу КРСТ. Вот. А второй вопрос про что был? Собак. Да. Про собак. В этом году отловлено собак больше, чем в прошлом году. Из года в год увеличивается количество отлова собак, количество средств, которые выделяются. Значит, к сожалению, собак, значит, у собак сейчас на территории нашего приюта ведется сейчас работа по бруцеллезу, да, то он есть, то его нет. Департамент ветеринарии занимается этим вопросом. Соответственно, у нас встает задача, чтобы процесс отлова ни на минуту не останавливался. Мы вносим дополнительные решения, чтобы была отделена отдельно чистая зона, значит, от грязной зоны, но процесс отлова не должен останавливаться ни на минуту. Чтобы, не дай бог, не случилось вот той беды, которая в прошлом году, к сожалению, случилась. Вопрос очень опасный, тем более для нас, для северного города, когда в морозы мы видим устойчивый тренд, что собаки формируют стаи. Отлов усиленно ведем ежедневно проводится штаб. Одна из ключевых задач работы, которую проводит блоком ЖКХ, это отлов собак. За этот год финансирование составило 46 миллионов на отлов и содержание собак. Колоссальные деньги. Спасибо. Здравствуйте. Юрий Городецкий, газета «Жизнь Якутска». У Федора Владимира Ильича не всегда были какие-то там идеи плохие, да, когда-то он выступал, я не знаю, вы, наверное, вы слышали. Он ратовал за то, город переполнен, да, там, места застройки уже нет, да, там Сальва достраивал, это его частная территория, была сервиса. Город как-то. Вот Федоров предлагал одну вещь: уйти на сопки, застройка на сопках. Там вопрос, конечно, стоял там с подводой, энергией, там, снабжением и так далее. Да? Я как-то об этом подумал, думаю, ну, ничего, идея неплохая, да? Ну, так это как повисло в воздухе, как называется. Вы как считаете, куда должен развиваться Якутск? То есть население, ну, по моему мнению, будет расти, потому что идет все равно миграция с районов, большая, прибывают иностранцы, наверное, только там сейчас, может, убавилось, рождаемость повышается. Да? То есть в какую сторону должен развиваться город? Потому что я как-то ехал с мэрией, там, мы ехали по дороге в Жатаево, там поля пустые, да, я говорю, ну, то есть пустые стоят. А мне сказали, говорят, нет, это уже все занято, это земля частная уже. То есть она уже чья-то, то есть там стройку никто не допустит, вплоть там до пустоты. Ну, прямой вопрос, куда, по вашему мнению, в ближайшие там 10 лет, например, там, должен развиваться город? Да, в этом году была, позапрошлом году на форуме ВЭФ Владимир Владимирович Путин поставил задачу разработать мастер-план для дальневосточных городов. В этом году эта задача была выполнена при поддержке Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, при поддержке Фонда будущих поколений, доноров. Значит, наш город обрел мастер-план. В рамках мастер-плана мы, значит, видим точки роста, которые есть. Это южная сторона города Якутска, это то направление, куда сейчас силами водоканала по улице Чернышевского протянули коллектор и водовод. Это включит в многоэтажную застройку зала, района ДСК, значит, с перспективой
значит, Звездный и прошли по Старопокровскому. Это огромный потенциал для роста, там практически можно еще один Якутск построить. Это раз. Второе, значит, в мастер-плане закреплено и ведется сейчас работа в рамках обеспечения безопасности города от наводнения, строительства берегозащитного сооружения. Сегодня один из вариантов, который ведет Министерство экологии Республики, это строительство берегозащитного сооружения с намывом новых территорий. Это 204 там и далее. То есть, если туда пойдем, там еще один город Якутск можем построить. Безусловно, та идея, что наверх подниматься, она тоже имеет место, но надо понимать, что наверху лесной фонд – это федеральная территория, федеральная земля. Мы в прошлом году получили федеральную землю для реализации ее раздачи для многодетных семей. Вилюйский тракт 16 километров, Нанцирский тракт и у территории Магана. Порядка 3300 земельных участков будет роздано многодетным. Поэтому так или иначе там уже начнется освоение и возникновение земельных участков категории ИЖС. Если мы говорим ИЖС, то мы имеем в виду и школу, и детский сад, и всю инфраструктуру, которая там необходима. Поэтому так или иначе мы поднимаемся на город, но упор мы будем делать с точки зрения развития в южную сторону. Чернышевская, да? Да, здесь очевидно, потому что и в документах стратегического планирования у нас ключевой проект – это строительство мостового перехода автомобильного через реку Лена. Это Табага. Табаги, да. Соответственно, в этом направлении идет сегодня уже, видим, что реконструкция дороги Умность, подъездное расширение до 4 полос, строительство коллектора, водовода, значит, реконструкция улично-дорожной сети, усиленно идет в южном направлении. Осталось нам 4-полосной сделать Чернышевскую, ну и все будет готово для того, чтобы застраивать многоквартирное жилье. Пожалуйста. Можно? Газета «Якутия», Рубик Алексей. Евгений Николаевич, тоже дорожный вопрос по поводу многострадального отрезка от Белого озера, перекрестка, улица Можайского, да? И от рынка Белого озера. И да, минуя пост ГАИ, скажем так, до Мархи, вот когда, чего греха таить, Минтранс в прошлом году вот обещал, и глава республики в прямом эфире в начале года то же самое говорил, что займутся, а там уже и Газпром бассейн достраивает, а дорога в таком состоянии, что невозможно там, колдобина на колдобине, как говорится, не разъехаться, особенно в летнее время, когда машины утром с Усхоты напрут, и, извиняюсь, с Атала, и вечером обратно с работы. Спасибо. Смотрите, здесь совершенно правильный вопрос ставите. И в контексте сразу. Объект «Газпрома» потребовал бассейн с катком подведения туда инженерных сетей. Там, если посмотреть, под дорожным полотном прошли трубы. Вот, это раз. Второе, проектно-сметная документация, значит, задача стоит такая, чтобы от площади Орджоникидзе до поворота на Юскотын была 4-полосная дорога. По разграничению от рынка Белое озеро до Стеллы Мархи на развороте, на повороте, который стоит, это участок, который должен реконструировать город. Дальше от Стеллы до Юскотына это участок, который реконструирует управление дорог республики. Мы в этом году начинаем этап нашей реконструкции. Двухгодичный проект, крайне дорогой, значит, требующий расширения дороги, выстраивания по центру ограждающей конструкции. То есть, по сути дела, как окружное шоссе будет дорога. Мы ее начнем в этом году, закончим в следующем. Все, в этом году начинается. 23-й строительный сезон ближайший. Месяц хотя бы? У нас все строительные работы мы начинаем, как правило, с мая месяца. Как только снег оттает, мы начинаем демонтажные работы, подготовительные. Как правило, оба строительных сезона и до конца строительного сезона 24-го, это, как правило, 31 октября мы будем проводить работы на всем участке. И к этому моменту управление дорог республики тоже закончит, и, соответственно, к 2024 году мы получим полностью возможность проехать от здания ЛОРПа до поворота на Юскотын по 4-полосной
современной дороги с ограждающими элементами между встречным движением полос, освещением, тротуарами. Юлия Чехарева, ТАСС. Какая работа ведется в Якутске по запуску единой теплоснабжающей организации? Есть ли понимание вообще, когда она запустится? Спасибо. В рамках подготовки к созданию ЕТСП подписантами выступают ГУП ЖКХ, значит, у них несколько котельных, значит, акционерное общество теплоэнергия со всеми своими котельными и Якутскэнерго. Сегодня проведена работа подписана дорожная карта, значит, и проведена работа по оценке активов, которые будут вкладываться в создание ЕТСП. Сегодня идет работа по согласованию отчета, предоставленного под ЕТСП, и как только будут согласованы цифры всеми собственниками, кто вкладывается в создание ЕТСП, произойдет консолидация активов и будет создана эта ЕТСП. Сейчас вопрос принятия результатов оценки. То есть у нас есть вопросы, как у теплоэнергии, у ЖКХ есть вопросы, у Якутскэнерго. Якутскэнерго был заказчиком проведения оценки. А как вы считаете, до конца этого года примут? Да? До конца 2022 года точно нет. Спасибо. Здравствуйте, Евгений Павлович, Виктория Бушуева, Якутск вечерний. У меня два вопроса, в принципе, касающиеся одной и той же темы. Когда все-таки у нас начнут автобусы ходить по проспекту Ленина? Я знаю, что их вроде как до следующего года перенесли, хотя обещали в этом году запустить. Вместо центра автобусы делают большой круг по набережной, поэтому люди, школьники добираются до школы и так далее, всяких кружков, занятий, работы на полчаса 40 минут дольше. Вынуждены и утром выезжать, и вечером возвращаться позже. И сейчас очень холодно, теплые остановки, на них потрачено очень много средств, а тем не менее они очень многие не работают. Мы пытались выяснить практически месяц назад, да, что с ними и как, нам сказали, на очереди нет средств, компании не работают, которые там ремонтом занимаются, подключения, какие-то согласования, трудности, почему эти все трудности не решались в теплый период, и сейчас люди вынуждены стоять около тех павильонов, которые принадлежат, в принципе, городской администрации, стоят у нее на балансе, да, и когда все-таки заработает? По первому вопросу. Часть автобусов, вообще для понимания, по проспекту Ленина ездило 11 маршрутов. 11 маршрутов. 11. Это очень много для одной улицы. Ввиду этого была огромная перегруженность проспекта. Все маршруты хотели ехать по проспекту для того, чтобы обеспечить большую собираемость. При этом у нас пустые от автобусных маршрутов не хотели ехать люди по Ярославскому и по Орджоникидзе. Это вот в сторону перегиба. Вообще перегиб можно видеть следующим образом. Если смотреть данные биллинга, оплаты по карточкам, допустим, маршрут номер 14 и 20, они выкатывали порядка 3-3,5 миллионов пассажиров. При этом маршруты непопулярные, однерка, двойка, они около миллиона. То есть больше чем в 3 раза разнился пассажиропоток. Соответственно, у одного маршрута и у одних предпринимателей была возможность зарабатывать деньги, менять транспорт, у других нет. Но это вот к вопросу сбалансированности маршрутно-транспортной карты города Якутска. Вот эти дисбалансы надо убрать. В 2023 году мы все это уберем. Соответственно, вопрос, сколько маршрутов будут ездить по проспекту, это вопрос, который мы скажем к концу первого квартала 2023 года, когда получим результаты НИРа. Часть маршрутов мы действительно перевели на Орджоникидзе, часть маршрутов перевели на Ярославскую, часть пошли по другим улицам. До конца реконструкции проспекта у нас нет права запускать там общественный транспорт. Это надзорный орган не дает такого права. То есть поэтому пока проспект ведется работа официально, там ездить не будут. В конце 2024 года у нас пойдут оттуда автобусы, когда будет закончен маршрут. Теперь по теплым остановкам. По теплым остановкам у нас построено 20 и 15. Соответственно, у нас общее количество теплых остановок по городу Якутску чуть меньше 70. Половина из них это частные теплые остановки.
И зачастую мы путаем, где частная остановка, где муниципальная остановка. Муниципальные остановки, которые построены и эксплуатируются сейчас работниками ЕПАКа. ЕПАК их открывает, закрывает, значит, и по большому счету, значит, в остановках проблема следующая. Сейчас неработающих остановок нету, те, которые там акты вандализма происходят, там восстановление требует определенных средств, определенного времени. В силу того, что это бюджетный, если они сломаны, как мы можем сразу их отремонтировать? К сожалению, это требует провести смету, выделить средства из бюджета. Это все требует времени. Так устроен бюджетный процесс. Для того, чтобы это все сейчас не было, мы передаем эти остановки Центру управления общественным пространством, это парк. У него есть вне бюджета. ЕПАК работает полностью на регулируемой тарифе, поэтому у него основная задача перевозить людей. Мы, понимая, что остановки необходимо делать больше, строить их, и они были в первую очередь остановками, не объектом, где выдается займ или значит, ведется бизнес, мы сделали эти остановки как остановки. Безусловно, есть сложности, но при этом я вижу, как сотни, тысячи людей, они ежедневно ими пользуются. Со следующего года, с 13 января, управлять остановками будет Центр управления общественным пространством. Значит, и полностью будут переданы на их баланс, для того, чтобы они более гибкая структура, чтобы могли с небюджетки покупать без торгов какие-то стройматериалы, когда их ломают. Но у нас по актам вандализма только 9 заявлений в полицию за год мы написали, что они были разрушены. 9 остановок за год. Поэтому, к сожалению, пока восстанавливается, проходит время, она может быть закрытой. Но в целом каждая остановка открывается в 6:30. Бывают случаи, что где-то они могут опоздать, но это строго контролируется. Потом происходят меры дисциплинарного воздействия на людей. Система растет, мы никуда никак не отказываемся, но для себя поставили цель, что в течение 5 лет ежегодно по 15 остановок мы будем строить и доведем количество теплых остановок до 100 в городе. Главное, чтобы они работали. Конечно, безусловно. Площадь Победы до сих пор закрыта. Около музыкального училища тоже до сих пор остановка не подключена. Это все как раз администрация должна чуть-чуть следить. Это остановки, как раз, о которых мы писали, вы говорите, что они работают. Единственная остановка, которая подвергалась вандализму, это около республиканской больницы. Все остальные остановки, они в принципе в нормальном состоянии, просто они закрыты. Но вандализму подвергается гораздо большее количество остановок. Я вам сказал, только 9 за год. По площади Победы Аировская остановка, или которая на самой площади Победы стоит? На самой площади Победы. Так она открыта. Она открыта, это работает. Очень замечательно. Нет, дело не в приняли решение. Я ежедневно с утра, у меня заместитель проверяет, сколько остановок. У нас есть отчет, который отправляет водитель. Нет, бывает то, что они могут быть не открыты, в какой-то момент там какая-то ремонтная работа проводилась. Но по умолчанию все остановки мы открываем. Вот вам сказали, вы сказали, закрыта площадь Победы, она оказалась открыта. Я очень рада. Я тоже рад. Может быть, открыли на днях буквально, просто когда подъезжаешь, смотришь, и дети, школьники говорят, а что вы смотрите, она давно закрыта и не работает. Такого, вы знаете, смысл не строить, если не открывать. Никите, пожалуйста. Здравствуйте, Виктория Тарабукина, Сахалин. Такой вопрос тоже касательно теплых остановок. Горожане очень жалуются на то, что теплые остановки у нас стали жилищем для людей без определенного места жительства. И как вы планируете разрешать эту ситуацию? Ясное дело то, что бомжи тоже люди, и их на улицу не выкинешь. Но зачастую после них бывает очень плохой запах, да? Поэтому горожане выбирают стоять на улице и чем заходить в теплую обстановку и дышать не самым хорошим запахом. Еженедельно на планерном совещании в понедельник МВД докладывается, сколько человек они увезли только с теплых остановок. Людей, ведущих асоциальный образ жизни, нарушающих правила поведения общественного. И 25, 30, 35 человек еженедельно только с теплых остановок.
Здесь нужно понимать следующую вещь. То есть мы только мерами полицейского воздействия это, к сожалению, не победим. Это факт. Вместе с тем останавливаться и не строить остановки, потому что у нас есть бомжи, это тоже неправильно. Надо продолжать строить теплые остановки, их эксплуатировать. Надо, чтобы МВД продолжало работу по доставлению этих людей в отдел полиции. Значит, и параллельно надо заниматься социальной политикой в плане строительства или обустройства этих социальных центров, значит, медвытрезвителей и включать этих людей в нормальную жизнь, ресоциализацию проводить. И это вопрос, который требует командного подхода вместе с Министерством труда, социального развития, значит, вместе с МВД, вместе с значит, множеством некоммерческих организаций. Мы в рамках нашего народного бюджета поддерживаем это все дело. Вот буквально на днях запланирована рабочая встреча как раз по этому вопросу с Еленой Александровной Волковой, с министром труда и социального развития. Здесь только город эту проблему решить не сможет. Но мы для себя твердо принимаем решение, что мы не будем останавливаться в строительстве теплых остановок, мы будем продолжать их, мы доведем их количество до 100. Значит, и с МВД мы понимаем, что эта работа по обеспечению правопорядка она должна быть продолжена. Надеюсь, что все это даст результаты. Факты есть, конечно, но люди сейчас понятно, что в основном тепло, никуда заходит. И не всегда адекватно себя ведут. То есть вы предлагаете, что если, например, горожане видят, получается, людей, да, вот бомжа, то он может вызвать полицию и его заберут оттуда. Безусловно, если он ведет себя неправильно, они, как правило, могут совершать какие-то действия, которые не укладываются в нормы. И задача и право есть только у органов правоохраны кого-либо куда-либо доставлять. Такого права у города нет. Еще вы сказали то, что нужно решать эту проблему комплексно вместе с центрами. То есть я недавно беседовала с пунктом временного пребывания ТВ. Там у них ужасная статистика, то что только 10% всех бомжей возвращаются к нормальной жизни, а все остальные они погибают в течение 1-2 лет. И то есть также мне там сказали, что люди сами выбирают такую жизнь. Ясное дело то, что такие люди, наверное, у таких людей есть еще и психологические проблемы. Может, тогда нужно как-то доработать закон, чтобы люди не могли, что ли, просто так уйти из такого центра. То есть, если человека бомжа, может быть, признать не совсем дееспособным. Очевидно, что решение этой задачи – это задача отчасти творчества, 100%. Ведь мы же все живем в этом городе, и мы видим явную сезонность. Сейчас зимой их меньше, людей, ведущих подобный образ жизни. Весной начнет погода теплеть, прилетают не только утки. В городе появляется энное количество людей, которых зимой не было. И понятно, что это люди с нашей республики. Это не с Луны к нам люди строились. И вот вопрос, как отрегулировать это, безусловно, нужно какие-то законодательные новеллы вводить. Например, конечно, это одна крайность, но в Советском Союзе была статья за тунеядство. То есть не было у людей права просто болтаться по одной улице и ничего не делать. Вот все те люди, которые сегодня ведут такой образ жизни на улице, я смотрю, 90% из них имеют руки, ноги, голову, способны выполнять какую-то работу. Но они не озадачены тем, что им надо как-то работать и вносить вклад в развитие или прочее. Они свой выбор сделали и ведут такой образ жизни. Совершенно правы. Процент тех, кто потом становится на правильный путь, он очень такой
требующий дополнительного изучения, почему так. Но вместе с тем эта проблема есть, ее надо решать, и здесь тривиальными, простыми способами ее точно не решить. Из года в год, к сожалению, мы видим одну и ту же картину. Вот, начнется здесь вот рядом магазин на Горке есть, там рядом стоит ремикс в этом магазине, и вот это вот пятачок, там человек 20-30, которые с утра до вечера здесь ведут социальный образ жизни. Ага, еще такой вопрос. Сегодня появилась информация, что в пункте временного содержания безнадзорных животных почти поголовно все собаки заражены бруцеллезом. И как вы планируете лавировать между теми горожанами, которые как бы против, да, вот, усыпления животных, и теми, кто наоборот, радикально настроен насчет бродячих собак? Бруцеллез и тема, значит, проведения анализов, забора анализов на территории приюта городского, она, значит, ведется уполномоченными органами. Уполномоченный орган, кто занимается этим вопросом, департамент ветеринарии. Значит, это задачи, я внимательно наблюдаю, мы внимательно наблюдаем, потому что прекрасно понимаем, что приют городской, на территории города имею в виду, и все вопросы, в том числе зоозащитников и горожан, они идут через нас. Мы в этом случае должны обеспечить законность проведения этих мероприятий. Были взяты пробы, там более 500 собак, ну это где-то, там у нас в приюте сейчас около 1000 собак. Ну, соответственно, 60%, около 60% показало наличие бруцеллеза. Соответственно, далее выступили зоозащитники, их поддержала прокуратура и Россельхознадзор, что необходимо провести повторные, значит, анализы. Сейчас департамент ветеринарии занимается этим вопросом. Мы, значит, внимательно соблюдаем, чтобы, видим, чтобы законность была в прежде очередь соблюдена и открытость была, гласность, чтобы люди видели, как этот процесс идет. Чтобы, здесь же видите, разные позиции у населения. Для того, чтобы найти истину, найти правду, надо, чтобы все было как на ладони, все было открыто, прозрачно. Требуется дополнительный анализ, давайте дополнительные анализы посмотрим, реально он так или нет. Если реально бруцеллез, то дальше департамент ветеринарии будет принимать решение как уполномоченный орган. А вопрос не как главе города, а как жителю Якутска. Как вы сами считаете, следует вообще содержать этих собак в пункте передержки животных, тратить на них бюджетные деньги, или же нужно их как-то гуманно усыпить? Их это кого? Больных собак? Да. Нет, вообще бродячих собак. Вообще бродячих собак? Смотрите, здесь у нас приют, а не пункт передержки животных. Приют подразумевает собой возможность пожизненного содержания собак. Я сегодня себя не разделяю, как житель или глава. Вот я взял на себя эту ношу и отвечу просто как глава. Вот есть закон, мы как по закону, если положено всю жизнь содержать, Госдума приняла такой закон, мы будем всю жизнь содержать. Спасибо. Спасибо. Евгений Николаевич Акалы, Россия радиота, Кенти Киринский. Тобол кабалар кабагар бар булуктара, бир такса тураллар. Сайды кескилла хайдылар туна капситека туризм туна. Бу дукуске коракка нашой ки проект бар. Кыгыңы кемне сагайртан кыгын сагланар, хайны кемне туймада гыга. Манна урку мердар улган урулактар. Онтон хастон кыгыңы кемне бу гостиництар бут босқоланан турбак кемнергер толуру болонларгар кели бары токтоготугар хана кайыскалары камнык көрүнөр якойбуй манны бөлө барады туризм хайдыдыгар Научил Акалды ордук була акалды истечилер тигер Без обид сейчас на
якутском отвечу, потом на русский переведу. Для наших радиослушателей. Механавар билген туризм айтытыгар Тораттан калире полбакка игенағы туризм айнары қана. Тоғы детерген жүкусай көркі білген ол тоқтыр дұттауына прописка тоғы лорочылықты түйсізден тақыдын чекі olur. Өрімілге баран көрі тағар бар жерлерге арендай берілі жерлерген жек болар болған арқан. Оны арқы тәжіміміз білген тұндан. Инегінен білген жүкусайға басыдан тұран событийный полбакка, но туристическая инфраструктура на туристический каркас на уровне тугудуju. Окудук блин ГЧП нөңе беге жогускай каста проекты камадан жок блин. Хайдар будукна. Эти отогусен туризм када хайдар будук. Бул событийный туризм деп болгон бул хам хепкеден күн онна хас келечер бучутар келер беги турган. Беге жукусай город жалтыгы болған бойтынан қас бити кәлбет турист жукусайга хатыр бир-iki ходынан уғыры туғары жауы. Ол кені бир-iki күн болары беға өмелі урбаниттар, кенерге түгіл атыланлар, гасиса отонлар валовый муниципальный продукт латырылар. Онтон бейін олып бұт латыр, көріп әдір. Ол әдерге бұлданы беге туғына тапылыр. Бастан тұран беге өйдіқті әпет жукусай город бұл Дальний Восток үтінен хама әрке көріп, хама хаста көріп. Бұл жүкусай көріпті хайды бұрат. Жүкусай көріп территориятер хама әрке масжелер тұрылдар. Біліңіз аларқа. Манар әрке масжелер бұл Дальний Восток оқықтар. Ол ең бейге, оны хайнары бұды етибар конкурентіне преимущество бұды бәт татарды тап. Білген қыз стратегия уғағаны әркендері әхілген мастер планы кіттетие бейге старый зал 2 оморағының тұрыр бастығы ғылбыларына ғылбыларына. Ол күнжікті орекке қорат қайда ғатеден көндірін тағары, бұл Иркутскай қорақай 130-й квартал күрі жонтар дәрі оқтар. Отчоны бейге көтен кәрбен жондар бұл, бір көзіненанар бұл Иркутскай қораққа туғыр әділаған күледен ол кварталға қалатарын бейге қожық бейге оқтар. Как было бы, ну, человек это басады. Вопрос был относительно развития туризма в городе Якутске. Какое наше видение, если, значит, с точки зрения зимы и лета есть мероприятия, зима начинается с Якутии и с их Туймады, то что делать весной и летом и как вообще увеличить туристический поток? Это вопрос. Мой ответ, значит, сегодня мы говорим не только о событийном туризме, который, значит, направлен на человека, который приезжает, пользуется аэропортом и приехал из другого субъекта, скажем так. Мы ориентируемся и на внутренний туризм. У нас сегодня около 400 тысяч человек каждый день в городе Якутске. Найти там какую-то базу отдыха, съездить куда-то отдохнуть с друзьями, с семьей в ближайшем окружении города Якутска, это уже сегодня устоявшийся спрос, который необходимо отвечать. Причем количество объектов, которые могут обслуживать этот спрос, он не соответствует. Поэтому первое, мы по туристическому каркасу города Якутска инициируем несколько проектов. Уже сегодня работаем с инициаторами по КЧП моделям, чтобы быстрее они могли по концессионным моделям строить. Это раз. Второе, значит, по туристу извне мы ориентируемся на то, что на те конкурентные преимущества, которые у нас есть. Город Якутск самый старый город в условиях Дальнего Востока. У нас стоят самые старые деревянные дома в Старом Залоге. И наша задача раскрыть вот эту часть города Якутска, чтобы нам стремились как форпост освоения Дальнего Востока, смотрели на нашу богатую культуру, историю. И для этого знаковый проект – это старый город 2, территория Залога. Мы должны его реализовать, этот проект, чтобы раскрыть город Якутск таким, как он был, восстановить эти деревянные здания, сделать его реально жемчужиной города Якутска. Здесь там очень интересные места есть. Та же шахта Шергина, реальное училище, прогимназия. Все вот эти вот вещи требуют восстановления. Евгений Николаевич, можно еще пару вопросов? Олег Жумнин. Давай уступим. Спасибо. Первый вопрос, это по... Сегодня же день энергетика отмечается в стране, да? Хотелось бы узнать, мэрия Якутска, какие меры принимает по поводу
предотвращения, может быть, этих энергоаварий, от которых мы все боимся, да. Второе, у вас, наверное, есть какие-то новости по подготовительным работам к переходу Ленского моста, потому что новости такие хорошие же пошли, да, по республике. Вот. И третье, как на сегодня идет социальная газификация в Якутске и пригородах. И помните, еще года 2 назад как раз перед вашими выборами была тема, активно шла тема того, что не хватает пропускной способности вот этих магистральных газопроводов. Спасибо. Так, ну, с темы газа начну. Дефицит пропускной способности газа. Значит, это очень большая объемная задача, которая требуется по городу Якутску. Там объем средств, который был освоен в 2022 году по линии Министерства промышленности, это около 350 миллионов по ликвидации дефицита пропускной способности на территории города. Марха, Покровский тракт, пригородный, вот эти соты, которые не имели возможности подключиться к газу, они сегодня эту возможность получили. Но нужно продолжать в таком же темпе, чуть ли не 10 лет еще выделять ежегодно по 350 миллионов, в силу того, что город очень быстро вырос. Опять же, вот те сети, которые газификация города там 50 лет тому назад была сделана, многие сети, они с тех пор были рассчитаны под один уровень роста города. Город за 20 лет вырос в 2 раза. Количество людей, потребителей выросло в 2 раза. Соответственно, необходимо эту системную работу продолжать. Вот. По социальной газификации. Социальная газификация, весь наш план 100% выполнен. Тот объем, который колоссальный, казалось, по городу Якутску есть, там порядка 1000 домов мы сделали. Значит, по вопросу энергетиков. Пользуясь случаем, поздравляю всех работников, всех энергетиков по образованию, по профессии своих профессиональных праздников, безусловно, очень важной профессии. Значит, с точки зрения, в принципе, аварийных отключений. В 2021 году ЕДС зарегистрировал чуть меньше, 972, по-моему, аварийных отключений по городу Якутску. В 2022 году 542, по-моему. Порядок цифры такой. То есть почти в 2 раза меньше было аварийных отключений, допущено в 2022 году. Это достигается за счет того, что было правильно реализованы ремонтные программы, инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций. Мы, как городская администрация, принимаем участие в согласовании ремонтных и инвестиционных программ ресурсников, в том числе энергетиков. По энергетикам, рост связан с тем, что в принципе нужно понимать, что у нас уровень, сетей, требующих обновления, он очень большой. И, соответственно, пока ты все это не обновишь, то будут возникать вот эти вот вопросы. Отрадно то, что в целом, если посмотреть не только энергетиков, но и всех ресурсников, тепло, газ, вода, то почти в 2 раза сократилось количество аварийных отключений. Мы будем продолжать в том же ключе работать, и внимательно изучать инвестиционные и ремонтные программы, при согласовании вносить предложения от того, где мы видим узкие места и большее количество обращений со стороны граждан. По мосту, строительство 4-полосной дороги до разветвления с Табагой. Мы от Табаги проектно-сметную документацию тоже сделали. Подготовительные работы по выносу сетей уже проведена. Была, вот все, что со стороны города Якутска надо было сделать, мы сделали. Далее, уже дирекция может ответить компетентно, на какой стадии находятся, но из доступной мне информации я знаю, что проект прошел корректировку, и вот сейчас процедура загрузки его, дозагрузить или загрузить до конца, или загружать мы должны проектно-сметную документацию на главгосэкспертизу. Елена, я там уточню, единственное, по аварийным отключениям я цифры дополнительно запрошу, чтобы там кто-нибудь не было, потом вам после пресс-конференции дополню. Спасибо. Александр, у меня с СМИ точка взаимодействия. У меня 2 вопроса. Один вопрос, Евгений Николаевич, как у вас дела по зональности? Помните, это аэропорт, 17-й квартал. Пошли ли федеральные органы власти на уступки? И второй вопрос.
Это от матерей погибших сыновей по поводу аллеи героев и помощи на Маганском кладбище. Будет ли оказываться такая помощь? Или в Парке Победы будет открываться аллея героев? Да. Начнем с аэропортовых зон. Я так понимаю, про них разговор, да? Да. Значит, у нас определены законом 7-я подзона, которая больше, шумовая подзона, которая покрывает большую часть, значит, попадает ее на город. Значит, мы сегодня имеем разъяснение и со стороны, значит, и Роспотребнадзора, что при соблюдении условий можно строить там жилищное строительство. Ну, есть также еще 4-я зона, радиолокационная зона, по которой тоже требуется соблюдение нормативов. В принципе, тяжело строить, да, но можно. Значит, есть места, конечно, там 2-я, 3-я, где вообще нельзя строить, но по 7-й зоне появилось понимание того, что с соблюдением норм, дополнительно обеспечив шумоизоляцию, можно строить жилье. Вот так. Теперь по тематике СВО. Значит, в Парке Победы мы обязательно это сделаем, но я предлагаю дождаться окончания СВО, чтобы уже взвешенно подойти к этому решению. Мы в Парке Победы оставили место под все это дело, мы сделаем достойную площадку. По кладбищу обязательно будет проведена эта работа в 2023 году. Мы место уже определили там, и необходимый должный вид, оно будет все проведено. Надо дождаться весны. Пожалуйста. Парламентская газета «Элтумен», Аламжи Будаев. Я хотел бы спросить, вот следующий год, он будет как бы следующий избирательный цикл. Как вам работа вот с текущим составом городского совета депутатов, и в том числе депутатов от города Элтумен? И что бы вы хотели видеть, да, вот будущих депутатов, которые изберут в следующем году смену? Может, чего-то не хватает, может, все хватает, ну как бы. Здесь действительно соглашусь, что 23 год будет годом богатым на избирательной кампании. Для жителей города Якутска каждый из нас получит 5 бюллетеней. Значит, по 2 бюллетеня на Якутскую городскую думу, на Элтумен, и 1 бюллетень на главу республики. Значит, очень важные выборы. С текущими созывами, значит, депутатского корпуса Якутской городской думы у меня выстроены конструктивные, хорошие отношения. Значит, мы прекрасно понимаем и, значит, друг друга. Значит, я хочу поблагодарить депутатов за конструктивную работу, значит, за то, что инициативы, которые мы проявляем, вплоть до, значит, 118-го постановления по алкоточкам, значит, по бюджетным корректировкам, все принимаются волей. Что касается депутатов Элтумена от города Якутска, у нас есть в городе собрание столица депутатов. Мы периодически встречаемся с депутатами от города, которые избраны в Элтумен. В следующем году у нас изменение количества округов по городу выросли. Поэтому еще больше депутатов будет от города, и это замечательно. Соответственно, каждого из нас голос будет еще больше представлен в госсобрании Элтумена. Это необходимо жизненное перераспределение бюджета, чтобы бюджетная обеспеченность города Якутска росла. Что я хочу? Я хочу, чтобы депутаты, которые будут избраны в следующие созывы Якутской городской думы или Элтумен, шли туда с пониманием, что и зачем им это депутатство. Главное, чтобы не было депутатов ради депутатов. То есть депутат должен понимать свою профессиональную значимость и давать себе отчет, что от его профессиональной деятельности зависит благополучие людей на конкретной территории, от того, что он может вносить законодательные инициативы,
отстаивать интересы его избирателей при формировании инвестиционных программ министерств, при формировании общего консолидированного бюджета. Вот. Это очень важная задача. Здесь хотелось бы, чтобы наши депутаты, которые были от города Белокинони, были профессионалами, и депутаты понимали, что от их действий зависит, грубо говоря, 40% населения республики. Так, мы вторым кругом вопросов уже начинаем. Можно я? Давайте еще тогда 2-3 вопроса и будем закрывать. Мне тут, у нас Яна обычно задает вопросы такие, как говорится, на концовочку, наверное. Нет. Нет? Давайте, я вам слово. Очень даже любит, давайте. Вот Жумин спросил про аллею, да, и у меня возник в связи с этим вообще вопрос, есть ли какой-то такой перспективный план по поводу памятников, вот этих всех каких-то скульптурных групп. Почему я об этом спрашиваю? Потому что ко мне обратилась инициативная группа, которая хотела поставить памятник в городе Ирине Елизаровой, известной певице. Вот. Я кое-куда туда-сюда обращалась и поняла, что это все очень непросто, место найти непросто. Еще столкнулась с тем, что вообще как бы памятников у нас вообще город памятников. Да? Поэтому у меня вообще возник вопрос, вообще, кто над этим работает, есть ли какой-то действительно план. И еще вопрос, тоже связанный с внешним обликом города, в чем-то, да. Вот таблички на домах, улица, номер дома, где-то вот это есть, а где-то этого вообще нет. И особенно зимой жуткая проблема найти какой-то дом, номер, обходишь кругом и нигде нет номера. Вот с этим тоже есть какие-то идеи по этому поводу? С этим, потому что на самом деле в нашем городе очень легко заблудиться. Спасибо. Памятник. Так, ну, по умолчанию, по общему правилу, установка памятников должна вести следующим образом. Вот есть инициативная группа. Далее эта инициативная группа, если мы устанавливаем памятник на территории городского округа, выносит в городскую администрацию, либо в депутатский корпус. Далее должно определиться место управлением архитектурой, где это можно было бы установить. Если это место есть, или инициативная группа сама выступает, где она хочет поставить, дальше согласование, давать этому человеку право установить памятник на имя кого-то или нет, это исключительное права депутатского корпуса. На сессии Якутской городской думы они принимают решение, да или нет. То есть, по большому счету, определение, кому памятник ставить или нет, это полномочия депутатов Якутской городской думы. Вот. Насколько значит, реализуются права всех правильно или нет, но здесь уже второй вопрос по реализации, по части реализации. По умолчанию, по закону так. Я знаю, что вот мемориальные доски, да, там точно Гордума, я имела отношение к тому, чтобы доски установили, и, кстати, я хочу сказать, почти вся стена в этих досках. Вот это вот тоже какой-то вот един, да, может быть, какой-то надо что-то создать, какой-то, не знаю, вот, да. указ по этому поводу, что надо, пора ограничить, а то у нас будет город какой-то как склеп. Мы, депутатами была внесена, значит, предложение о том, чтобы рассматривать возможность установки памятника и, значит, мемориальной доски не ранее, чем через 15 лет после смерти. Одна из инициатив, которые депутаты вели. В общем, пришли к тому, что необходимо этот вопрос проработать, посмотреть практику других городов, чтобы внести изменения в нормативно-правовой акт города Якутска. Это вопрос сессионный, вопрос исключительной реализации полномочий депутатов города Якутска, депутатов депутатского корпуса. Вот, поэтому этот вопрос необходимо обсуждать вместе с ним. Теперь относительно вопроса, прошу, проспекты, да. Не только проспекты вообще. Нет, я имею в виду, они называются аншлаги с указанием адреса, номера дома. Вот мы с этой проблемой жесточайшим образом столкнулись во время проведения переписи. Ладно, если еще в центре города более-менее, даже если не видно туркисом как-то, ты еще выходишь из положения, то
то попав в частный сектор, ты попадаешь вообще, ну, по умолчанию обязательство установки указателя улицы и номера дома – это обязанность, это не право, а обязанность собственника адреса. Если это многоквартирный дом, то это управляющая компания ТСЖ. Если это частный дом, то это собственник частного дома. Если административное здание, хозяин административного здания. Поэтому здесь в центральной части города по линии, значит, работы с управляющими компаниями мы ведем эту работу, по частному сектору сложновато. Не все хотят это делать. А как-то нужно, есть какие-то проверки? У нас просто как бы я к тому, что у нас надзорные органы проверяют все, что можно и не можно, все, что можно и нельзя, да? А вот в данном случае как бы вообще кто-нибудь проверяет, и кто-нибудь там какие-то хотя бы там предупреждения, там, не знаю, выговоры, что-то такое. Потому что я думаю, что управляющие компании, ну, как бы, неплохо же там, Сейчас у нас в стране в 2022 году и на 2023 год продлен мораторий на проверки субъектов малого и среднего предпринимательства. Все управляющие компании являются субъектами малого и среднего предпринимательства, поэтому они контрольно-надзорным мероприятиям не подвержены. Только в случае, если есть прямая угроза жизни и здоровья населения, согласование органов прокуратуры. Вот. И по аншлагам их сейчас проверить точно не получится. Вопрос личный. Вы привыкли к критике в социальных сетях? Критики в социальных сетях. Ну, когда люди, да, вот, критикуют в социальных сетях. Привыкли? Да, привыкли ли? Лично вы. Как к этому лично относитесь? я, Да. ну, к такому, даже не то, что принимаешь это, ты должен через себя это преодолеть, потому что все равно до определенного момента ты живешь, и если тебя критикуют, ты пытаешься разобраться, за что критикуют, кто критикует конкретно. То есть сейчас понятно, что критика, если она, ну, как бы носит характер такой, что к ней нужно в том-то и дело привыкнуть. Понимаете? И это привыкание приходит через принятие. Принятие того, что это неизбежные издержки публичности. Именно по этой причине я стараюсь и делаю все, чтобы публичности избежала моя семья. Чтобы мои дети, никто не знал их в лицо, и чтобы не могли, и чтобы они росли полноценными здоровыми детьми, не как дети мэра или кого-то, а обычные дети. То же самое по супруге. Я надеюсь, что никто из вас визуально ее не знает, она может с вами спокойно посидеть рядом в кинотеатре, кино посмотреть или чай, кофе попить. А дети сходят потом, ходят в обычный детский сад, и никто из детишек, и никто не знает, что это дочка учится в школе в городской, никто не знает, что это она дочка меня, и слава Богу. А вот вы иногда отвечаете в социальных сетях, в комментариях, и вам это нравится? Нравится что? И вот отвечать в комментариях. Иногда же бывают какие-то вопросы или какие-то жалобы. Я иногда вот встречаю, например, ВКонтакте ваши ответы. Здесь вопрос нравится, не нравится, здесь вопрос надо это делать, это же обязанность. Ну, я не думаю, что у вас в должностных обязанностях прописано, что вы обязаны там каждому комментарию ВКонтакте отвечать. Здесь дело даже не в должностных обязанностях, даже есть госпаблики понятия. Есть понятие того, что это уже норма жизни, то, что не то, что это мое пожелание, у меня есть страница, я ее веду по своему настроению. Нет, это наша обязанность. Обязанность людей, которые занимают сегодня реализацией каких-то полномочий государственных. Это обязанность наша. Но не всегда же только в госпабликах отвечаете, а бывает же такое, что на новостных пабликах тоже вас иногда встречаешь. Ну, отвечаешь, да, и, наверное, вопрос нравится, не нравится, я никогда сегодня не задавал. Просто отвечаешь, если есть возможность, отвечаешь.
в Твиттер не я веду, поэтому вот, как бы, там нравится, не нравится. А как вы относитесь к странице в Твиттере, которая постит пацанские цитаты от вашего имени? Фейк. Ну, иногда очень даже в тему бывает, да. По-моему, всегда в теме. А в целом как относитесь к этому? Я просто рад тому, что кому-то не жалко своего времени. Он же прям там у него, я смотрел, очень много твитов, да? Последователей, там, ретвиты. Очень популярные твиты, да. Да, ну вот, соответственно, ну, мне нет, отправляют эти скриншоты, у меня самого твиттера нету. Смешно, реально поднимает настроение. Вот вы регулярно посещаете сессии. Девушка, давайте, там целая череда коллег, еще последний вопрос, пожалуйста. Вот там еще... Давайте я задам его. Да, я про это и говорю, последний вопрос. Вот получается, вы регулярно посещаете сессии депутатов и слушаете их. И вот очень часто вот депутат Аян Васильев очень часто задает одни и те же вопросы на каждой сессии. И как вы думаете, это у него популизм или он так очень хорошо отстаивает интересы своих избирателей? Аян Ильич у нас является не только депутатом, но и является директором 26-й школы. Как руководитель общеобразовательного учреждения, одного из самых больших в городе, он прекрасно погружен в тему. И когда он задает вопросы относительно сферы образования, ну, к нему нужно прислушиваться, потому что он обладает актуальными данными и владеет ситуацией изнутри, как директор. Это, когда он задает вопросы, касающиеся не сферы образования, ну, тоже у него бывают какие-то, значит, ссылки на те или иные запросы граждан, поэтому я не считаю, что Аян Ильич занимается популизмом. Он в меру своих возможностей ставит те вопросы, которые, на его взгляд, субъективно кажутся и требуют озвучения на сессиях Якутской городской думы. Поэтому внимательно надо выслушивать и работать с каждым высказыванием депутата. Это избранные народом люди, за них люди отдали свои голоса, и они имеют полное право говорить, что хотят на заседании сессии Якутской городской думы и вне нее. Но в рамках заседания это должно быть услышано, отреагировано. Если надо, должно быть принято решение. Михаил, пожалуйста. Здравствуйте. Евгений Николаевич, 3 вопроса есть. Ну, кратко сделаю. Вы говорили про туризм в городе. Может быть, знаете судьбу гостиниц в 2 местах Якутска, которые обсуждаются уже много лет. Это пустырь на проспекте Ленина и еще один пустырь на месте бывшей городской бани. Уже много лет обсуждается, ну, не будем, может быть, знаете, регулярно всплывает в СМИ сообщение, что вот-вот обсуждается очередной проект, но, как правило, ничего не происходит. Первое. Второе. Лошадиная штрафстоянка. Что с ней сейчас происходит? Зимой же лошади тоже ходят, ну, вообще их отводят туда или нет. И на будущее штрафстоянки будете дальше давать денег, ну, на содержание. Вообще она оправдывается, окупает. Так, и третье, про фейерверки в городе. Недавно, ну вообще, в принципе, каждый год город выделяет какие-то специальные зоны для запуска фейерверка. Но мы же все знаем, что горожане никогда этого не соблюдают, и все запускают в своих дворах. Это как-то будет контролироваться, и вообще, что грозит горожанам, который запустит фейерверк в своем дворе, если не будет последствий в виде пожара? Спасибо. Можно с лошадей начну? Значит, тема, актуальность обретает, лошадиная тема, штрафстоянки как раз таки в зимнее время. В летнее время у них есть территория для выгула, вырастает, на острова уходят лошади и поднимаются наверх. Соответственно, у них кормовая база широкая и большая. Как правило, они появлялись здесь с наступлением морозов, потому что их кормовой базой становились мусорные урны. Вот, и для того, чтобы не допустить этого, мы провели анализ по тавру, которые были набиты у этих лошадей. Ну, в прошлый год, вспомните, позапрошлый, сколько здесь лошадей было. Изучили и посмотрели, что это меньше 10. Меньше 10 субъектов, владельцев этих лошадей. Тавро одни и те же. Вот, и стало понятно, что мы поговорили с этими людьми раз, два, ну как бы они должного внимания
не обращают. Решили наказать углем. Запустили в тестовом режиме, смотрим, можем обслуживать, работать, подняли оплату, поймали лошадей. Один раз один человек заплатил 140 тысяч рублей, его лошадей вообще ни сном, ни духом больше. Он точно знает, где эти лошади у него закрыты, где он их кормит. Дешевле знать, где твои лошади, нежели их отпускать. И сейчас, я, по крайней мере, и по обращениям в ЕДДС, и сам, когда по городу езжу, лошадей практически я не видел. Вы видите, нет лошадей сейчас? Да, по-моему, и сигналов в социальных сетях меньше стало. Тема рабочая. Поэтому обязательно будем продолжать, обязательно будем финансировать, обязательно будем добиваться того, чтобы лошадей в городе не было. Не было. Как факт. По фейерверкам, значит, выпущено распоряжение о определении мест, где можно запускать, выставлены информационные аншлаги, где это можно сделать. Значит, если тут нету факта нарушения, если произошел пожар. То есть если вы начинаете пользоваться фейерверками, пиротехническими устройствами в неотведенном месте, это уже факт правонарушения. Значит, факт правонарушения может вам применить сотрудники МЧС, сотрудники ГОЧС в рамках нарушения норм противопожарной безопасности. Это если, значит, если говорить о санкциях, которые преследуют. По гостиницам. По той гостинице, которая на стадии согласования, опять же, визуального эффекта своего, есть проблема с точки зрения этажности на проспекте Ленина. То есть там инициатор проекта хочет поднять этажность с одной стороны, с другой стороны архитектурное сообщество, прочее, значит, неравнодушные люди выступают за то, чтобы этажность была снижена. Это экономика. Здесь нужно найти золотую середину. Вот. На проспекте пока такая проблема стоит. На месте Старой Пани подписано соглашение у инициатора проекта, это УРИКа. Значит, мы землю в рамках масштабного инвестпроекта город передал, и там будет строиться гостиница. Уже, в принципе, все ее этапы согласования, подписания соглашений с инвесторами, они пройдены. Я думаю, сегодня на завершающей стадии как раз их согласования внешнего вида, что будет, на этой стадии находится. Я думаю, в 2023 году они должны начать строить. Спасибо. Николай. Будем надеяться на это, потому что эта гостиница, она очень нужна городу. Очень нужна. У нас в момент проведения каких-то крупных мероприятий и прочего у нас нету фонда. Этим летом, когда праздновали Исех Туймады, приезжали делегации, мы людей размещали на теплоходах. Здравствуйте, Радион Багасаха. Так, основным соревнованием Исеха Туймады является Игорь Дегина, организаторами являются город Якутск. Вот несколько лет назад стоял вопрос о строительстве арены для этих соревнований, потому что неудобно бывает зрителям, участникам, люди есть, которые мешаются, и когда решится вопрос о строительстве арены? Отдельно все? Да, здесь Николай, совершенно правильно задаете вопрос с точки зрения популярности. Значит, мы имеем сегодня понимание, что необходимо обустроить дополнительную площадку в виде стадиона для этого всего дела. Но пока четкого проектно-сметной документации и определения, в какие годы это будет, за счет каких источников построено, нет. К сожалению, мы сегодня понимаем, что приоритеты немножко сдвинуты. Другое дело то, что сегодня, когда люди смотрят, мы понимаем, что этим летом было очень большое солнце, и на главной арене, когда люди под солнцем, было сидеть, идти в этой жарко. Поэтому мы хотим сделать там навесы, чтобы хотя бы сейчас было удобнее смотреть. Это раз. Второе, значит, мы проведем работу
и начали уже, значит, инициировать проведение совещаний и переговоров с федеральными телеканалами, чтобы сделать трансляцию наших игр на федеральном уровне. Интерес огромный, очень зрелищное соревнование. Наша мечта, чтобы Матч ТВ на СЭХе 2023 года провела трансляцию игр Дегына на федеральный масштаб, чтобы в Америке, там, в странах Запада кроссфит же смотрят все страной. У нас примерно соревнования ложатся в канву не то чтобы кроссфита, но еще большего функционального обладания своим телом. Из лука стреляют, на гибкость, на силу, все же есть. В прошлом году трансляция игр Дегына выиграла Тэфи. Тем более, еще один в копилку. Ну все, спасибо большое, уважаемые коллеги. Будем, наверное, закругляться. Все утомились, почти 2 часа или общались. Всех с наступающим Новым годом. Удачи. Спасибо всех с наступающим Новым годом. Крепкого здоровья вам. Неделя, 2 дня до Нового года осталось. Пусть принесет вам только теплые новости и хорошие события.